Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто неожиданно объявится? Вот кого вы не ждете, о ком не думаете, но кто вот перед вами появится. Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте, пожалуйста, свой срок. Не загадывайте слишком долгий и не загадывайте прям совсем короткий. Давайте посмотрим, кто объявится, неожиданно объявится. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, здесь ни одного человека показывает. Мои хорошие, это отсыпка общая. Да, вы все разные. Понятно, что один к вам не объявится. Поэтому имейте это в виду, чужого не берите, но и свое тоже, пожалуйста, не пропускайте. Хочу начать вот с этого персонажа. Этого человека вы очень хорошо знаете. Скорее всего, вы либо в браке с ним были, либо у вас все шло к браку. Да? Может быть, даже вместе проживали, как сожительствовали. Человек, о котором вы вообще знать не хотите, да, не слышать, не знать не хотите. Вот как раз-таки он и появится. В свое время человек очень плохо с вами поступил, либо очень сильно вас обидел. Долго вы после него приходили в себя, и все, чего вы хотите, это никогда не видеть, не вспоминать, не думать и не слышать об этом человеке. А вот он как раз-таки и появится. Причем, девочки, это появление будет очень спланированное. То есть он уже об этом думает, он уже к этому готовится. Смотрите, какая у него цель. Цель, во-первых, застать вас врасплох. Во-вторых, произвести на вас максимальное впечатление. В-третьих, опять увидеть любовь, заинтересованность в ваших глазах. Почему-то ему кажется, что он настолько вот прям незабываемый персонаж, что никто не сможет его никогда не разлюбить, не оставить. Ну и пятое, это прям цель максимум, да, воссоединиться в тот же день вместе с вами. Да, причем во всех смыслах этого слова воссоединиться. Ну такой амбициозный парень, да. Что поделаешь, бывают такие. Что я пропустила? Да, я что-то пропустила. Четвертое пропустила. В-четвертых, четвертое, оно такое, знаете, переменчивое. Я пропустила в-четвертых, потому что здесь как он дает себе право выбора, делать или не делать. Ну, типа, если вы прям принципиально его не будете принимать, тогда он будет извиняться. Если он увидит, что вы поплыли в его присутствии, тогда он извиняться не будет. Да, вот это четвертый пункт, он плавающий. Видите, какой противный, еще и извиняться не хочет. Ну, в общем, появится. Появится он при параде, то есть в чем-то красивом, ярком, модном, новом, и еще немножечко навеселе. То есть, скорее всего, для храбрости он что-то будет принимать. Ой, как он вас будет бесить. Вы аж прям закипите в его присутствии. Ему явно не поздоровится. Он так сильно вас выведет, вы будете просто кричать на него, кричать и, возможно, даже побьете. Понятно, что у каждого по-своему отыграется, но вот вижу, прям выбесит, скажет, как ты мог после всего того, что сделал, появиться передо мной, ох, вас понесет. Но взбучку вы ему точно дадите. Такой нагленький персонаж. Он поверил в свою неотразимость, поверил в свою счастливую звезду. Скорее всего, ему о вас что-то рассказали. Из серии, что вы сейчас одна, что рядом с вами никого нет. Вот. И он такой, пробуем, да, либо это мой шанс. Зря он, конечно, зря. Он все неправильно делает, он неправильно себя подает.
То есть по-хорошему, да, он должен к вам был на коленях ползти всю дорогу от своего дома до вашего. Да, с такой, знаете, покорившейся головой, вымаливать слезно у вас прощение. И только после этого, да, что-то вам там говорить и предлагать. Вот. А он, видите, как такой пестрый, яркий, да, шоу-представление у нас. Ну, вы это не оцените, и тут явно вы его вот чуть ли не пендалями выгоняете за пределы своей жизни. Да, перегнет он, конечно, палку. Так, и еще здесь у вас прям такой орел сидит с правой стороны. Девятка. Орел, девятка. По работе, скорее всего, учеба либо работа. Может быть, даже какие-то деловые контакты. Может быть, вы и не учитесь, и не работаете, но вам, например, нужны какие-то документы там, составить, может быть, с чем-то разобраться. Может быть, в налоговый сходить или в госорганы в какие-то сходить. Смотрите, здесь прям орел настоящий. Смотрите, какой красивый, такая гордая птица, девятка в крыле. Какие-то связи, да, связи. Знакомство. Идет знакомство с этим человеком. Может быть, вы заочно этого человека уже знаете. То есть знаете имя, фамилию. Может быть, общались вы там, по телефону, общались, может быть, в переписке, но еще не видели. Здесь этот человек на вас произведет, ну, просто невероятное впечатление, очень хорош с собой. Просто вот красавчик, красавчик, с иголочки одетый, вкусно пахнет. Ой, такой обходительный. У него вот именно лицо очень красивое. И рост у него очень высокий. Ну, мужчина прям как с картинки. С картинки вы его увидите, скажете: ой, все, плыву, спасайте, держите семеро. Девочки очень симпатичные, но мужчина, он как не миксует деловые связи и личные. Вот, что вам очень в нем понравится, то, что он понимает, что он делает, и что нельзя совмещать и работу, либо там какие-то деловые связи и личную жизнь. Вы ему тоже очень понравитесь, но при этом он не будет этого показывать. Да, он будет максимально галантный и обходительный, но ничего не покажет. Сразу хочу сказать, что у вас с этим человеком еще будет несколько свиданий. Чуть попозже. Вот там уже все и решится, все определится. Ну, очень красивый, просто потрясающе красивый мужчина. Редко, когда вот в обычной жизни можно увидеть такого прям красавчика. Так, с левой стороны образ женщины. Женщина, которая очень плохо выглядит. Либо не по годам плохо выглядит. А может быть, она и младше вас, но прям очень плохо выглядит. С этой женщиной у вас были какие-то схватки, баталии. Возможно, вы с ней где-то в чем-то, не знаю, конкурировали, соперничали. В принципе, да, друг друга оспаривали. Да, были такими вот знатными оппонентами. Здесь вот действительно случайная встреча. Причем эта женщина будет максимально держать дистанцию и вот не захочет ни пообщаться, ни как вступить в диалог, разговор. Она будет максимально быстро бежать от вас, причем в противоположную сторону. Ей будет стыдно за то, что она так выглядит. Ей будет стыдно, что она оказалась в таком положении. Ну, как у нас обычно говорят, от сумы, от тюрьмы не зарекайся. Видно, с этой женщиной что-то очень нехорошее произошло, да, где-то ее там в жерновах перекрутила, очень плохо будет выглядеть. И это не только касается внешности, но и, наверное, ее наряда. Возможно, наряд у нее будет не очень. Хотя в те времена, когда вы с ней общались, она всегда была на высоте. То есть она всегда там за собой следила. У нее были нарядные дорогие вещи. А тут прям обнять и плакать. Кстати, на вас это произведет очень сильное впечатление. Вы потом несколько дней будете ходить и думать о ней, а что с ней случилось. Либо каким образом она превратилась вот в такую старушку, да, плохо пахнущую, плохо выглядящую старушку. Вот, прям захочется, кому-то из девчонок прям захочется узнать, что с ней случилось, что довело ее до жизни такой, вернее, до такого внешнего вида.
но она прям будет убегать. Убегать, и так, чтобы лишнего не сказать, и чтобы вы ее там особо не рассмотрели. Но явно будет стыдиться того, как она сейчас выглядит, либо того, что из себя представляет. Да, вдруг вы ей там вопрос зададите, чем ты занимаешься, где ты живешь. Ей нужно будет отвечать, и прям будет бежать от вас в противоположную сторону. Так, еще я вижу образ детей, причем это двое, кстати, может быть и трое. Вы все разные, но кому-то явно без предупреждения привезут, я не знаю, внуков, либо попросят посидеть, посмотреть за чьими-то детьми. Дети маленькие, то есть маленький фрагмент, то есть это прям на короткий срок будет, не сильно на вас скажется, но опять же будет очень неожиданно. Так, еще с правой стороны мне показывают Козерога. Возможно, человек по знаку зодиака Козерог, либо по характеру. Да. Характер может быть как у Козерога. Вечно такой на своей волне, упрямый, вижу цель, не вижу препятствий. И вот прям гореть буду до конца, пока не сгорю. Такой очень непростой человек, характер, поведение, отношения и вообще сложный, очень-очень сложный. И вам с этим человеком, возможно, было сложно. Может быть, из-за его характера в свое время не получилось выстроить отношения. Смотрите, с правой стороны. Скорее всего, как через провода. Интернет. Да, в интернете, возможно, Козерог к вам постучится. Встреча будет очень приятная. С вашей стороны идет. Вы этому человеку обрадуетесь. И человек вам очень обрадуется. Может быть, действительно случайно, да, просматривая там какие-то социальные сети, человек вас найдет. А может быть, специально вас искал и нашел. Вы очень славненько пообщаетесь, будет приятно и вам, и ему. О чем-то даже договоритесь. И, знаете, улыбка. Я вижу, что вы будете улыбаться. Вот от общения с этим человеком и после общения с этим человеком вы будете улыбаться. Все-таки человечек есть в вашей душе, в вашем сердце. Как друг, либо как, возможно, какой-то бывший возлюбленный. Но здесь вот явно через провода. Общение через провода. Кстати, если вы мама, и ваш сын по характеру Козерог, либо по знаку зодиака Козерог, он где-то далеко от вас находится. Возможно, вы в какой-то момент повздорили, да, долго там не выходил на связь. Объявится, прекрасный разговор у вас состоится, и очень хорошая договоренность у вас будет. Это приятно, это улыбает, это дарит такую, знаете, теплоту и прям состояние такой милоты. Вот вы общаетесь и думаете, ой, ну как приятно, как хорошо, что ты мне написал, как хорошо, что ты меня нашел. Прям очень хорошо вы пообщаетесь. Так, и еще показываю человека в форме, либо в униформе. Но этого человека вы либо знаете, либо в лицо знаете. Да? Может быть, так незнакомый, но в лицо видели. Придет с чем-то важным, с чем-то нужным. И вы знаете, с добром идет. Добром. Может быть, что-то где-то прохудилось, да, будет ремонт. Может быть, это какое-то письмо, извещение, да, почтальон придет, принесет. Может быть, какой-то посыльный, да, что-то принесет. Но этот человек все-таки позитивные эмоции вам дает. Но вот неожиданно как-то, в неурочное время, там, рано утром, либо поздно вечером, такой человечек у вас появится. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.